Всем привет! Мы рады видеть вас на нашей площадке. Сегодня мы поговорим с вами о социализации выпускников детских домов. Дорогие друзья, внимание на экран. В России в настоящее время все больше внимания уделяется проблеме постинтернатной адаптации выпускников детских домов. В самом начале самостоятельной жизни дети-сироты, долго жившие в жестко регламентированной системе, лишенные возможности общения с близкими людьми, сталкиваются с рядом трудноразрешимых проблем. Диана Стручкова – учитель начальных классов и советник директора школы по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Она одна из ярких выпускниц Центра помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей «Берегиня», по сей день помогающая своему центру в постинтернатном сопровождении выпускников. Диана полна мотивации развиваться как профессионал. Вот уже второй год она успешно занимается работой с детьми. На каком уровне ведется работа по социализации выпускников детских домов и какие проблемы в этой сфере стоят наиболее остро? Друзья, чтобы разобраться в этой теме поподробнее, вам нужно будет разделиться на две группы. Мечтатели – это те, кто считает, что система социализации выпускников детских домов находится в нашей стране на высоком качественном уровне. Минусы бывают, как и везде, но плюсов все же больше. Реалисты же считают, что в системе социализации выпускников детских домов есть множество проблем, и самое главное из них – это табуированность и замалчивание этих проблем в обществе. При этом каждая из сторон должна стараться перетянуть на свою сторону больше участников из противоборствующей. В конце передачи у каждого из вас будет возможность поменять свою точку зрения. При этом мечтатели будут справа, А реалисты – слева. Делимся. Итак, встречаем нашего героя. Молодой педагог и выпускница детского дома. Девушка, вдохновляющая на новые свершения. Диана Стручкова. Диана, присаживайтесь. Диана, здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас вам дается ровно минута для того, чтобы вы рассказали нам немного о себе. Еще раз всем здравствуйте. Меня зовут Стручкова Диана Витальевна. Мне 22 года. Я работаю в Мобослож номер 35 учителем начальных классов. Уже вот как второй год. И с этого года ввели новую должность, может, вы слышали, советник директора по воспитательной работе. Ну, кем я тоже являюсь в нашей школе. Я сама человек очень творческий, креативный, талантливый и очень-очень скромный. Я детей очень люблю, и, скорее всего, поэтому я выбрала, наверное, такую профессию, как учитель начальных классов. Мы по традиции начнем с небольшого блиц-интервью, соответственно, быстрые вопросы, быстрый ответ. Так, первый вопрос. Почему сегодня важно говорить о социализации выпускников детских домов? Как сказали, что есть некоторые проблемы, которые умалчиваются. И, конечно, о таких проблемах нужно говорить, чтобы они как-то решались. С какими главными сложностями вы столкнулись, став студенткой? В моей жизни было очень много людей, как наставники, и благодаря им таких особых проблем в моей жизни после выпуска из Берегини, к счастью, не было. А если говорить о других выпускниках детских домов, с чем они сталкиваются, на твой взгляд? Самая острая проблема – это, наверное, жилье. Как вести себя с другими людьми, потому что жизнь в детских домах и за пределами, она очень разная. И такие социально-бытовые, в общем, проблемы. Какие стереотипы о жизни в детских домах, на твой взгляд, не соответствуют действительности? Ну, скорее всего, это то, что жестокое обращение воспитателей к воспитанникам, наверное, это больше исходит из фильмов, сериалов, и, скорее всего, все думают, что жизнь в фильмах, в сериалах такая же, как и у нас. Расскажи, пожалуйста, немного о фонде «Семья для ребенка». Чем занимается этот фонд и почему наличие таких фондов важно? Фонд «Семья для ребенка», его возглавляет Вешникова Ольга Анатольевна. Фонд, он помогает выпускникам, именно выпускникам
детских домов, которые выпустились, быть более самостоятельным, адаптированным в нашей жизни, найти себя, найти свой путь, кем-то стать в этой жизни. И в этом фонде очень много проектов, благодаря которым воспитанники, выпускники могут найти себе наставников, близких людей, которые будут им помогать по жизни. Это очень важно, чтобы при выпуске из Берегини у нас, выпускников, был такой человек, который будет помогать по жизни, направлять, развивать. И на самом деле, да, это очень важно иметь такого человека. И благодаря фонду проводятся различные мероприятия, акции, где мы можем найти таких людей, которые помогают нашим выпускникам. Есть ли что-то, что отличает воспитанников детских домов от обычных детей, которые воспитываются в семьях? Наверное, отличается тем, что человек, который воспитывается в обычной семье, он, наверное, более самостоятелен и более, так сказать, поставлен в жизни. А те выпускники, которые выпускаются из таких учреждений, не все могут быть, как сказать, не все могут найти правильный путь. Наверное, этим и отличаются. Если говорить лично о тебе, как начался твой профессиональный путь? С 14 лет я занимаюсь волонтерством. И это новое общение, новые знакомства, новые разные волонтерские движения, фонды. Я человек сам по себе очень общительный, и, скорее всего, наверное, мне это помогло, моя общительность, как-то быть более самостоятельным и успешным человеком в жизни, стать успешным человеком в жизни. Я пошла работать по профессии. Мой путь, скорее всего, скажу еще раз, что у меня были очень хорошие наставники. Моим наставником была Парскова Петровна Борисова. Я была очень привязана к детскому дому, и они мне очень помогли быть более самостоятельной, более самодостаточной, ни от кого не зависеть. И я, конечно, благодарна ей за все. Итак, Диана, перед тобой сегодня те, кто постарается узнать тебя немного поближе, ну и пообщаться на нашу сегодняшнюю тему. Справа от тебя расположились мечтатели. Это те, кто считают, что система социализации выпускников детских домов в нашей стране находится на качественном уровне. Да, там есть какие-то определенные минусы, как и везде, но плюсов значительно больше. Слева же от тебя расположились реалисты. Они считают, что в системе социализации выпускников детских домов есть множество проблем, и самое главное из них – это табуированность и замалчивание этих проблем в обществе. Сейчас мы обращаемся к вам, друзья. Пожалуйста, поделитесь, почему вы оказались на той или иной стороне, чем обусловлен ваш выбор. Давайте начнем с мечтателей. Пожалуйста, ребята. Считаю, что, правда, плюсов больше, чем минусов в социализации выпускников детских домов. Реалисты, пожалуйста, почему вы выбрали эту сторону? Считаю, что успешные люди, они, наверное, скорее меньшинство, чем большинство выпускников детских домов. Пожалуйста, мечтатели, ваш черед. Моя родственница работает именно в детском доме, и она мне много рассказывала, что, как было раньше и как сейчас. Поэтому я вижу результаты, изменения в лучшую сторону, что проводится работа. Поэтому я выбрал эту сторону. Я выбрал сторону реалиста, потому что сам являюсь реалистом. И ко всему отношусь скептически. К нашей теме тоже. Спасибо. Мечтатели, пожалуйста. Я выбрала мечтатель, потому что у меня много знакомых, друзей из детских домов, и я знаю их жизнь, как они сейчас живут. Я выбрала позицию реалиста, потому что в данное время очень много проблем с социализацией, особенно выпускников детских домов. Спасибо. Пожалуйста, еще мнение мечтателя. Сейчас в современных реалиях очень много есть общественных организаций, куда они могут вступить. И вообще так социализация, мне кажется, проходит намного быстрее.
множество моих знакомых, выпускников детских домов, очень часто сталкиваются с такими проблемами, с социализацией и с проблемами получения господдержки. Окей, друзья, давайте перейдем к вашим вопросам, к нашей гости, к Диане. Ну и, пожалуйста, первый вопрос со стороны мечтателей. У меня такой вопрос. Бывают ли конфликты между воспитанниками детского дома и существует ли буллинг среди них? Очень хороший вопрос. Я сама в детском доме воспитываюсь с 2 лет. И да, конечно, буллинг был, он и есть сейчас. Не только в детских домах, вообще в нашей жизни есть буллинг. Да, он есть. И конфликты между воспитанниками, конечно, тоже бывают. Но у нас, это же дети, они ссорятся и быстро мирятся. Как и маленькие дети, так и подростки. Но скажу так, что прям таких сильных драк или таких сильных проблем с буллингом особо лично я на своем пути не встречала. Сама я среди наших девочек была, так сказать, лидером, пыталась всех направлять в хорошую сторону, пытались помогать младшим ребятам и хорошо общались со старшими ребятами. Но скажу, что буллинг, да, он был, конечно, но сейчас я иногда прохожу в детский дом Берегиня, сейчас таковой буллинг особо, по словам воспитателей и воспитанников, с кем я общаюсь, такого сейчас особо нет. Реалисты, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. У меня вопрос. Какие детские дома у нас есть в республике? Сейчас, да, не говорят детские дома, сейчас говорят центры временного содержания. Их по республике, если я не ошибаюсь, 8. 8 таких центров. Пожалуйста, мечтатели, ваш вопрос. Диана, привет. Я хотел бы спросить такой вопрос. Как можно помочь социальным сиротам? Тоже очень хороший вопрос. У нас в Берегине есть постинтернатное сопровождение. У нас есть специалисты, которые помогают нашим выпускникам. Они заключают договор до 23 лет и контролируют, наблюдают за его жизнью до 23 лет. И я скажу, что постинтернатное сопровождение очень тесно сотрудничает с отделом опеки и попечительства, также и с Министерством труда и социального развития. Ладно, давайте по последнему вопросу с этой стороны. Насколько я знаю, есть такая программа у вас в центре Берегиня, получается, школа приемных родителей. Насколько это помогает будущим родителям осваивать такую вот программу? Сколько по статистике детей потом забирают с детского центра Берегиня? У нас есть отдел в Берегине, который занимается с приемными семьями. И каждую неделю они собираются 1 раз в неделю и обсуждают проблемы, решения, возможности тех семей, которые взяли детей себе под опекунство. Большинство забирают маленьких детей. Подростков, к сожалению, маленький процент, когда забирают. Если я не ошибаюсь, у нас более 400 детей попало в семьи. Это, я думаю, очень хорошее такое количество детей, которые попали в семьи. Итак, друзья, у нас есть видеоопрос по теме нашего обсуждения, поэтому просим, пожалуйста, внимание на экран. Как вы считаете, с какими проблемами сталкиваются чаще всего выпускники детских домов? Ой, не знаю. Наверное, с жильем. Когда выходят из детского дома, попадают в социум, в большой мир и адаптироваться сложно. Я, наверное, не в курсе. Наверное, жилье. Жилье. А то, что касается социализации, как считаете? Я думаю, что это очень важно, да. Что молодые люди, которые отчасти, наверное, изолированно жили, нужно дополнительно какие-то мероприятия проводить по дополнительной социализации, может быть,
какие-то навыки прокачивать. Вот если говорить о вопросах социализации, как считаете, есть ли такая проблема? Да не знаю, вроде бы сейчас не замечаю этого, но так-то все равно есть. Проблема есть все равно. Если человек без родителей, конечно, это на все давит. Все равно детская травма и так далее. Ну, не у всех. Сложно войти в общество. Ну, конечно, да. Какой-то накладывается отпечаток, что человек вырос, на всем готовом, так скажем, да, и вот общение, и отношение уже другое какое-то. Ну и, естественно, если бы как-то вот все-таки там было профилирование такое, чтобы вот не было такой печати, что это вы детдомовцы. Не знаю, не изучал этот вопрос. Зависит от детского дома, как они там проживали, как их там воспитывали. Это же очень много от этих работников зависит, детских домов. Их там не учат, профессию особо не дают, они там не готовить сами не умеют. Им же все как готовое, но при этом они сами не могут себя... Думаю, нет, это зависит от человека, если, скажем, что, бывает изгои. Это зависит от понимания рамки человека. Все зависит от понимания человека. Что, друзья, как мы видим из опроса, есть самые разные мнения. Хотелось бы, конечно, узнать и ваше мнение на этот счет. Как вы считаете, какие самые главные проблемы все же у нас стоят перед выпускниками из подобных учреждений? Давайте начнем с стороны мечтателей. Пожалуйста. Некоторые молодые люди, которые после выпускники детских домов, они иногда не могут найти себя, и не имеют какого-то качества, чтобы работать над собой и пытаться добиться в этом, в жизни чего-то большего, чем просто, сами понимаете. А так, да, социализация важная проблема. Вообще внедрять в таких детских центрах, как дополнительное образование, чтобы вот те, которые находятся там, воспитанники могли довести до вступления, так сказать, в учебное заведение, обретали какие-то уже навыки, например, слесаря, допустим, скажем так, сантехника, чтобы они уже примерно знали, чтобы они целенаправленно, например, поступали именно в тот профиль, который они в будущем хотят получить профессию. И в дальнейшем им будет как-то проще найти работу. Вот так вот череда: школа, потом уже университет, колледж, и потом уже взрослая жизнь. Мне кажется, что многие выпускники детских домов опираются только на социальных партнеров и на социальные программы, а не на себя. Я думаю, что надо еще хорошо развить направления как искусство, культура, талантов, чтобы они не боялись социализации, чтобы они разговаривали с людьми. Чтобы они раскрывали себя. Да, раскрывали себя, свои качества, свои таланты. Я думаю, что одна из проблем — это резкий такой переход к самостоятельности и выход, прям в большой мир. Диана, давайте ваше мнение послушаем. 15-18 года нас приглашают в Москву на фестиваль, возможно, слышали такой, «Будущее России». Там на этом фестивале собираются именно как раз талантливые ребята всех выпускников детских домов в России. И в том числе и наши ребята, и в том числе я сама лично тоже побывала на таком фестивале, где ребята могут раскрыть себя, показать себя миру. Так что у нас ребята, не переживайте, выходили в большой мир. Мы выступали и в России, и за границей. У нас есть свой ансамбль в детском доме «Берегиня». Поэтому наши ребята, я думаю, что благодаря своему таланту, большинство ребят побывали за пределами не только Республики Саха-Якутия, но и Российской Федерации. Поэтому... Это здорово, что такое есть «Берегиня», однако, наверное, это касается не всех все-таки подобных учреждений. Да. Нет, возможно, в других учреждениях ребята, конечно, тоже, я не говорю, что там не талантливые ребята, я уверена, что и там талантливые ребята тоже побывали в других городах, в других странах. Я говорю о учреждении, в котором я воспитывалась. Наши ребята, очень много талантливых ребят на самом деле. Поэтому благодаря, еще раз скажу, своим талантам, они побывали еще отличительное качество, вы меня спрашивали, от обычного ребенка и воспитанника детского дома «Берегиня».
скорее всего, вот это тоже будет качеством. Обычный ребенок, ну, не всегда бывает возможность побывать в другом городе или за пределами Российской Федерации. А вот у воспитанника, благодаря его таланту, он может побывать и в другом городе, и в другой даже стране. Много возможностей у ребят. Так, давайте поговорим о том, что система наставничества и курирования воспитанников, о чем говорила нам Диана, выпускников детских домов активно развивается только в последние годы. Как вы считаете, каким образом обычные граждане могут помочь в развитии этой системы? Я думаю, наверное, благотворительность. Ну каким образом? Что именно? Например, собрать книги, ненужные вещи и помочь им, например. Нет? Понятно, хорошо. Есть такой Тоже. вариант, давайте похлопаем. Так, реалисты, как можно помочь воспитанникам детских домов? Каким образом? Я думаю, не благотворительность, а просто сделать любое мероприятие. И, например, позвать студентов и просто там сесть в круг и просто познакомиться там, начать Живое дружить. общение. Живое общение, да. Хорошо, давайте тоже поаплодируем. Еще мнение, пожалуйста. Как студентка Института психологии я предлагаю делать тренинги для их лучшей социализации, как бы не только чтобы собрать выпускников детских домов, но и простых обычных ребят со школ, да. Ты бы лично пошла в детский дом проводить какой-нибудь тренинг? Да, лично я бы пошла. У нас как бы проходят практики, и вот студенты именно могли бы с ними заниматься, рассказывать и прорабатывать всякие проблемы, да. Их. Помогать. Помогать, да, просто помогать. Хорошо, спасибо. Реалисты? Здравствуйте. Я думаю, что надо продвигать идею помощи ребятам. Надо во всех мероприятиях, там, программах об этом говорить. Хорошо, спасибо. Еще мнение, пожалуйста. Я считаю, что нужно придумать какие-нибудь видеоуроки, чтобы помочь детям проявить свое качество, такие как страсть. Ведь страсть — это одна из самых движущих. Мотивация. Страсть — это большая мотивация. Я думаю, что молодежные общественные организации могут помочь ребятам, например, какими-нибудь веревочными курсами, профориентационной работой и так далее. Хорошо, спасибо. Диана, а какого твоего мнения? Может, ребята что-то еще не назвали? Да, на самом деле я о многом молчу, просто не хочется говорить слишком хорошо. Проблемы, конечно, бывают в детских домах. Веревочные курсы. У нас очень много общественных организаций. Фонд «Семья для ребенка». У нас Фонд «Семья для ребенка», на самом деле, у нас был проект «Наставнический центр» с Алмазом Эргенбанком. И они проводили очень много мероприятий различных, походы также, где были веревочные курсы, чтобы выпускники самостоятельно как-то выживали в этой сфере несколько дней, сами себе готовили. И проводится, конечно, к нам приходят в Берегиню студенты разных вузов, колледжах, также школьники со школ проводят мероприятия, какие-то интеллектуальные, развлекательные игры, мероприятия. И также проходят просто добрые люди с других организаций, тоже проводят какие-то информационные мероприятия для наших ребят. И каждый воспитанник, он что-то выбирает для себя, и в каком направлении он хочет работать, ему также помогает наши эти организации, которые приходят и проводят эти тренинги, мероприятия, развлекательные, например. Диана, а как обычный человек может помочь? На самом деле наставником обычный человек не может стать. Есть свой ряд ограничений, которые... Ряд требований, наверное, будет. Да, требований. Как обычный человек, чтобы стал наставником ребенку. Мы же не можем с улицы взять человека и подсунуть его ребенку, правильно же? Человек должен обладать какими-то компетенциями, Да. иметь знания психологии, воспитания. У этого человека обязательно должно быть образование.
он не должен иметь каких-то судебных проблем, также не состоять ни на каких учетах. Стабильным человеком. Это вот самые такие главные требования, чтобы стать наставником ребенку. Потому что этот наставник, он будет его обучать, он же осознанно будет его обучать, он будет его обучать, направлять, развивать этого ребенка. И Ну, чтоб- а если я просто хочу помочь? Вот у меня нет ни образования, у меня там есть Ну, конечно, в подростковом возрасте какая-то судимость, но я хочу помочь. Каким образом я могу это сделать? ну, помощь, конечно, мы всегда принимаем. Помощь мы принимаем, но... А какую, какую какую именно? лучше помощь Ага. оказать? Прийти, просто вживую пообщаться, что-то принести? Ну, лично я думаю, что оказать помощь это, ну, не значит прийти подарить игрушку, подарить дорогой телефон или что-то еще. Я считаю, это не помощью. Помощью я считаю прийти к нам, берегиню, провести какую-то беседу, провести какой-нибудь мастер-класс, не знаю, сводить ребенка в театр, в музей, ознакомить его с чем-то, познакомить с кем-либо. И этот ребенок уже что-то возьмет для себя, и ну, я считаю, что это помощь. Помощь — это быть в контакте с детьми. Да. Окей, ну давайте поговорим непосредственно, наверное, о самом главном, о том, для чего все проходят обучение, вне зависимости от того, там, в каких они условиях росли, это для того, чтобы работать. Безработица как проблема в том числе остро стоит на самом деле и перед выпускниками детских домов. Как вы считаете, что же все же является причиной тому и как эту проблему можно решить? Давайте начнем с мечтателей. Скорее всего, можно помочь, ну, курсами, наверное, при, не знаю, когда еще они в детском доме, там дополнительное образование, как говорили. Основная проблема в том, что все хотят остаться в городе, а никто не хочет ехать куда-то далеко, в какой-то улус, в какую-то деревню. Есть очень много программ для учителей и докторов, земский доктор. Вот учителя очень требуются в моей деревне, в Омском улусе, да? Вот. И также доктора. И очень много профессий, по которой дети учатся, ребята, но они хотят остаться в городе. Может, нужно доносить им перспективы? Да, перспективы, что вот 5 лет отработаешь, и ты можешь закрыть ипотеку Все у тебя по будет. программе, да, земский доктор или учитель. Кстати, вот если говорить об ориентации молодежи на то, чтобы работать в селе, я вот считаю, наверное, главный минус — это то, что всегда говорят, вот ты отработаешь 5 лет и сможешь вернуться в город. В чем прикол ехать для того, чтобы снова вернуться? По-моему, самое главное, это нужно вообще показывать перспективы жизни в селе. Реалисты, пожалуйста. Может сталкиваться с теми, ну, как сказать, ну, ожидания реальности. Типа. Ну, вот, отработали несколько дней, грубо говоря, ну, мне это не понравилось, типа такого, да? В принципе, можно эту проблему решить тем, что можно собрать представителей из разных профессий и устроить мастер-классы, ну, чисто показать, как они работают, вот, ну, такой процесс работы, вот, разных профессий. Было бы вообще отлично. Без Ну, прикрас, да? Да-да-да. Ну и вернемся опять же к нашей первоначальной теме, к тому, что несмотря на системные улучшения, как отмечали уже многие, системные улучшения жизни в детских домах, эта жизнь, она сама по себе не является простой. Должны ли все люди при этом помогать детским домам и каким образом они должны это делать? Как вы считаете? Или это сугубо функциональная обязанность государства и государственных учреждений? Давайте с этого начнем. Мечтатели, как вы считаете? Я думаю, то, что да, любой человек может помочь на самом деле. Ну, ему главное захотеть. Без хотелок ничего не будет. Без желания ничего нельзя сделать. Да. Хорошо, спасибо. Абсолютно. Реалисты, как вы считаете, должны ли все люди помогать детским домам? Да, я соглашусь с девушкой. Действительно, каждый человек должен помогать. Не только социальные партнеры, но и обычный человек тоже должен помогать. Каждый человек может помочь. А должен ли?
А вот это уже зависит от общества, от его стереотипов. Скорее всего, да, если поменять общественное мнение, люди все больше и больше будут хотеть помогать таким ребятам, потому что они тоже обычные люди, обычные дети. И мы все имеем право реализовать себя, и жить полной жизнью. Мое мнение чуть такое странное, но человек обязан помогать, например, если там в школе. Это для социализации, для того, чтобы ребенок как-то проявлял себя именно в сторону вот сирот. Ну, в школах... Чтобы он влился. Да, влился. А вот должен ли взрослый человек помогать, то мое мнение нет. Потому что, честно говоря, взрослому человеку есть, например, дело до какого-то ребенка, если у него есть свои проблемы там, в семье, в жизни. То есть сначала концентрируешься на себе и своей жизни. Да. Тоже мнение. Спасибо. Да, я согласна с молодым человеком. Если нет возможности, если нет, не знаю, желания финансам, то зачем идти, как будто тебя заставляют? Никто, не будет принимать хорошо такую Самое главное поддержку. желание, соответственно. Да, именно. И возможность. Да, возможность, финансы и желание, наверное, самое главное. Все. Спасибо, давайте поаплодируем. Диана, каково твое мнение на этот счет? Ну да, человек не обязан помогать. Помощь, она всегда должна идти добровольно. А как помочь, чем помочь, это уже решает сам человек, конечно. Спасибо, аплодируем. Диана, а какой совет тебе бы хотелось дать нашей сегодняшней аудитории, нашим телезрителям? Совет, например, чтобы не думать, какая жизнь внутри детских домов. Берите своих друзей, вступайте в организации и просто устраивайте различные мероприятия, тогда вы убедитесь, что жизнь в таких учреждениях, детских домах, она не очень-то и плохая на самом деле. И люди, те, которые думают плохо о детских домах, вот я советую им просто сделать что-то для детских домов, и они, правда, убедятся в том, что дети, они и вправду очень жизнерадостные, что их не надо делить на определенные стереотипы, что жизнь в детских домах, она и вправду очень насыщенная, яркая и беззаботная, можно сказать. Спасибо, давайте поаплодируем. Сейчас мы обращаемся к нашей аудитории. Дорогие друзья, наступил момент истины. Тот самый момент, когда вы можете поменять свою точку зрения, соответственно, поменять свою позицию. Таким образом, мечтатель, который убедился с точки зрения реалистов в том, что все же проблем больше, может перейти к ним. И также реалист, который, наоборот, убедился в позиции мечтателей, также может перейти к ним. Ну вот, соответственно, ребята, если вы видите в том, что все же плюсов больше, чем минусов, вы можете перейти к мечтателю. Так, определяемся в своей позиции. Ну и можно будет на счет 3 совершить переход. Давайте на счет 3. 1, 2, 3. Ну что, у нас по итогам обсуждения все остались при своем мнении. Тем не менее, Диана, у тебя есть возможность определить, на твой взгляд, лучшего участника. Возможно, есть кто-то, кто удивил тебя неожиданным вопросом, мнением, кто-то очень хорошо, возможно, сформулировал свою позицию и аргументировал ее. Кого тебе бы хотелось отметить? Ну вот девушка, белым, не помню, представлялась или нет, вот Катя, да? Катя. Так, Диана, что ты сегодня подготовила? Так как сейчас идет год столетия Республики ЯССР, и мне бы хотелось сделать тебе такой подарок, подарить ежедневник. И надеюсь, что этот ежедневник тебе будет очень хорошим подарком и послужит для чего-то очень хорошего. Давайте поаплодируем. Спасибо большое. Катя, пожалуйста, немного расскажи о себе, представься. Всем привет еще раз, меня зовут Катя, я студентка
медицинского института. В этом году поступила, мне 18 лет. Мне действительно было интересно слушать. И, честно говоря, я даже поменяла свое мнение, просто постеснялась. Вот как. Понятно, спасибо. Давайте поздравим Катю, поаплодируем. Сейчас, друзья, мы приглашаем вас всех подняться сюда, на наш подиум, для того, чтобы мы могли еще пообщаться немного друг с другом, ну и вместе с нашей гостьей Дианой. Пожалуйста, поднимаем сюда. Это была программа «Я молодой» С вами были ее ведущие Елена Гагарина и Антон Васильев. Будем развиваться вместе. На благо себя и родной республики. Всем пока! Ну, на самом деле это для меня необычный опыт. И я очень рада, что побывала сегодня вашим гостем. И впечатления у меня, конечно, до сих пор такие необычные. Сам формат мне очень понравился. Сам проект очень интересный. Я хочу пожелать всем нам, всем ребятам добра. Будьте добры, делайте добро, и это вам обязательно вернется.